Попытаюсь коротко mana жеткізерге. Mana Башқұртстанда мынандай бір ублюдок башқұрт келіп шыққан. Башкирский самурай прикончил своих сослуживцев. И солдаты РФ убивают друг друга. Давайте посмотрим, о чем говорит тут Майк Наки. Российская армия – это место, где ваши сослуживцы периодически представляют не меньшую, а то и большую опасность про пытки внутри России. Как российские солдаты – самые разные варианты. Почему он убил своих сослуживцев и почему надо... Описывает издание вот так, и ссылку на их публикацию я оставлю внизу. Сегодня же вы узнаете, кто такой самурай, почему он убил своих сослуживцев и почему надо, чтобы ноги вашей не было около российской армии или непосредственно в ней, независимо от ваших взглядов, ваших ценностей, поддерживайте вы Путина, не поддерживайте вы Путина, а просто рассказывайте им, и надо помочь рулю. Под началом Ульмазбаева. Вот так восстановил цепь трагических событий и рассказывает о специфических нравах, царящих в российских подразделениях на украинских фронтах. В апреле 23 года с Советской площади в Уфе проводили на войну добровольцев отряда «Ватан», с башкирского переводится как «Родина». Тогда его командир Рамиль Ульмазбаев пообещал сделать все возможное, чтобы ребята вернулись живыми и здоровыми с победой. Через 4 месяца он жестоко убил 3 подчиненных: Ильнара Н., позывной «Святой», Салавата Р., позывной «Якудза», и Айдара А., позывной «Рафа». По словам очевидца, с которым поговорил вот так, Ульмазбаев прострелил им колени, спорол животы ломом, а после сжег заживо. Рамилю Ульмазбаеву 54 года. Он воевал в Афганистане, Чечне и в Африке. Судя по странице Ульмазбаева в Одноклассниках, он закончил школу в Севастополе, а у него есть сын Айнур и дочь Ильнара. Ульмазбаев пользовался уважением в Башкортостане. Например, общался с депутатом Госдумы Зарифом Байгускаровым и был в составе жюри конкурса песни в Уфимском топливно-энергетическом колледже. Несмотря на это, в 2019 году всех будем вылавливать. Всех. Об умышленном причинении вреда здоровью всех будем вылавливать. Всех в Хабировом месте будем нахуй сажать всех. Согласно утекшим в сеть базам данных, он напал на водителя из-за конфликта на дороге. Однако о приговоре по этому делу ничего не известно. Кроме того, у Ульмазбаева есть судимости по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения, 159 УК РФ, часть 3, и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В 2023 году Уфимское районное отделение судебных приставов пыталось взыскать с него более 200 тысяч рублей. С 2002 по 2007 год на имя Ульмазбаева было зарегистрировано 5 компаний, которые занимались разным бизнесом, от торговли легковыми автомобилями до добычи известняка. В настоящее время все они ликвидированы. На башкирском телеканале БСТ вышло 2 интервью с башкирским самураем в декабре 22 и марте 2023. В них он хвастается боевыми заслугами и рассуждает о важности личного опыта, который передает своим подчиненным. Позор, блядь. Менің халыққа башқұртларны позоришь, блядь, служил добровольцем вместе с самураем. Мобилизованный Олег Савельев, имя изменено по просьбе героя, в разговоре с «Вот так» рассказывает, что изначально конфликт между военными произошел в селе Миловатка Луганской области. 21 августа 2023 года это случилось. 2 военных из башкирского батальона с позывными «Артист» и «СВ» стали бить парнишку с позывным «АК». Насколько я знаю, артист унюхал от него запах алкоголя. У них начались терки, АК переклинил, он взял автомат и пиздец, это артисту в прошлом году было, а мы только узнаем эти новости, представляете? Полрожка в спину. Эту ситуацию много народу видело. Я тоже. Фашист, блядь. После этого они ищут здесь в Европе фашистов. Да вы внутри фашисты, это путинская, хабировская система фашистов. Отряда «Ватан». Все его запомнили как спокойного, ответственного, опытного воина, товарища с непередаваемым чувством юмора, настоящего забайкальского мужика, говорится в посте. Причина смерти военного не указана. Сразу после ссоры между артистом и АК, его в итоге отправили служить в другое место, комбат-самурай собрал некоторых сослуживцев. Вооружившись пулеметами и гранатометом, они решили убрать свидетелей преступления из собственного батальона. Они поехали нас отстреливать. Мы, кто чем смог, вооружились и заняли круговую оборону. Но они поехали в другой лагерь, пиздец, где тоже обнулять поехали. В одной группе самурай выстрелил из гранатомета, люди разбежались. Он смог поймать 3 пацанов, которые видели убийство, прострелил им колени и начал бить ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Пиздец. Вот и идите туда служить.
и увезли куда-то. И скажет, Только после этого умерли на ватановцы войне. взбунтовались. Хуй поймешь, Все а он подразделения деньги делает на батальона этом. начали жаловаться через жен Охуеть, матерей и блядь. знакомых. В этой ситуации, отмечает Олег, прокуратура ЛНР уже не смогла тормознуть дело. Через 2 дня, 23 августа, издание «База» узнало, что полиция ЛНР ищет Башкортостан, блядь, шунардансан хотя бы. 33-летнего Ильнара Н, 29-летнего Салавата Р и 25-летнего Айдара А. Вы Их тела будете нашли в начале останавливаться, сентября в башкортлар, блядь? лесополосе, недалеко Или вы от долбоебы? части. И татарлар Олег года утверждает, что все касается. трое видели, как АК застрелил артиста. По подозрению в убийстве задержали самурая и его водителя, который был за рулем в момент расправы над контрактником. Следователи рассказали родным погибших, что Ульмазбаев сам сообщил о побеге 3 военнослужащих, чтобы подставить их и снять подозрения с себя. По словам собеседника, вот так самурая отправили в СИЗО, а водителя следаки кололи почти неделю. В итоге он показал место преступления и сознался, что помог начальнику погрузить 3 раненых в багажник УАЗа. Начальник Они еще, он вывезли их на дамбу гнида. на реке Лугай. Об этом Олег знает со слов очевидцев и следователя, с которым он беседовал. Один парень еще был жив, стонал. Они облили их бензином и подожгли. На то, что не сгорело, накидали гранат, чтобы помельче разорвало. Через сутки приехали и большие куски человеческого мяса подожгли повторно. По информации Олега и его бывших сослуживцев Рамиля Ульмазбаева, суд приговорил к 25 годам лишения свободы за 4 убийства. Смерть артиста тоже повесили на Ульмазбаева. И хищение 250 миллионов рублей. Проверить информацию о вынесении приговора вот так не удалось. Память о погибших сослуживцы вырезали на дереве рядом с Миловаткой, их позывные и дату гибели. 21 августа 23 года. Стал одним из первых россиян, за кем пришли из военкомата сразу после начала мобилизации. Когда война началась, мне, если честно, параллельно было. На войну я попал по глупости и по незнанию законов нашей страны, рассказывает 36-летний житель Башкортостана. Когда 21 сентября 22 года Владимир Путин объявил мобилизацию, Олег был на рыбалке на Волге. Доступа к интернету у него не было. Домой мужчина вернулся через несколько дней и сразу лег спать. В 9 утра его разбудил звонок в дверь. Двое, один в штатском, другой в военной форме, вручили Олегу повестку и сказали тем же утром явиться в военкомат. Я подумал, что это какие-то регулярные военные сборы, и подписал повестку, вспоминает Олег. Потом включил чайник и открыл новости в телефоне. Опа! Мобилизация. Но я не придал этому значения и без задней мысли пошел в военкомат. Военком выдал Савельеву обходной лист на медкомиссию со словами: «Мы тебя 4-й день ищем. Отправка сегодня». Впрочем, Олег смог найти запасной выход из здания, где проходила медкомиссия, и просто ушел домой. Там они с женой собрали вещи и переехали на другую квартиру, где жили до конца весны, пока Олегу не понадобились документы из дома. Возвращаться было опасно, поскольку соседи звонили и рассказывали, что Олега ищут чуть ли не с собаками. Но он рискнул. Забрав нужные бумаги, он вышел из подъезда и увидел, что его автомобиль заблокирован полицейским бобиком. В наручниках Олега доставили в местный отдел полиции и посадили в КПЗ. Там его продержали 2 дня. На вторые сутки на задержанного снова надели наручники и отвели в кабинет. Заходят двое. Тот, что в военной форме, пригрозил, что меня прямо сейчас отвезут в СИЗО. «Дела твои плохи, тебе грозит до 8 лет». А второй в гражданской одежде сказал: «Я тебе даю шанс. Сейчас пройдешь медкомиссию и отправишься воевать. И пока ты там будешь, мы дело твое закроем». Савельев сказал, что не горит желанием воевать. Вспоминает, что на вопрос военного о том, почему он не хочет защищать родину, ответил: «Если бы на нас напали, пошел бы защищать». Тогда гражданский предложил мобилизованному послужить на границе, якобы в отряде его знакомого командира. Олег, за неимением варианта получше, согласился. Так, в мае 2023 года он оказался в Оренбургской области, заставляет любым способом соглашаться, расположенной в селе Толское. Там он подписал контракт. Его командиром взвода стал Рамиль Равильевич Ульмазбаев. Срочно нам нахуй надо вставать. Башкортостан, Татарстан. Уяна газинда, блядь, нахуй. Отправили в поселок Марковка, ебанутые, что ли? Луганской области. Он сразу пришел к самураю в блиндаж, чтобы выяснить, почему вместо обещанной сотрудниками МВД приграничной территории оказался в зоне боевых действий. Командир ответил, что планы изменились, и Савельев поедет воевать, хочет он того или нет. Мобилизованный тогда пригрозил, что напишет рапорт на отказ от службы. Лучше быть нахуй Башкортостан, Татарстан независимый и тип улерге, чем, блядь, Украина барып улерге. Которых Олег называет ГОП-командой. В их числе были те самые солдаты с позывными «Артист» все равно и убиваете друг друга. Их настоящих имен Савельев не знает. Слышал только, что в начале войны они вместе с Рамилем Ульмазбаевым служили в чеченском подразделении «Ахмат». Начали они меня все вместе метелить. Я как мог отбивался, умудрился одному сломать палец и пару фингалов поставить. Но что я могу против 5 в узком помещении? Короче, 40 минут они меня били, пока я не отключился. Потом бросили в яму. В яме с Олегом сидели еще 2 провинившихся бойцов. Так самурай наказывал за любую мелочь. Неправильно прошел перед командиром или опоздал на пару минут на построение. Олег вспоминает, что в эту яму сажали постоянно. Неправильно охраняли, еду нам приносили, сигареты, пенку, чтобы спать. Пенка — это такой туристический коврик, который кладут под спальный мешок для лучшей. По-другому трогать не могу. Но когда поедем за ленточку,
Там у меня полная власть. Запоминайте этого мрази. Застрелю. Олег был уверен, что самурай запросто исполнит свою угрозу. Сослуживцы поделились с ним несколькими историями о том, с какой жестокостью командир расправляется с провинившимися. Например, по их словам, одного подчиненного он долбанул пистолетом так, что вылетели зубы и сломалась челюсть. В другой раз он разделался с парнем, который вернулся из увольнительной с небольшим перегаром. Собралась вся шайка, затащили его в комнату, закрылись. Олег цитирует очевидцев. Избивали парня полчаса, потом положили его на пол, 4 его держали, один дробил ему ломом руку от запястья до локтя. Кости в труху размололи. Парни из подразделения подняли кипиш, но в самой части офицерам было плевать. Пацан, насколько я знаю, потом год лечился в госпитале. Ну, кстати, мне кажется, парню очень повезло, потому что он год провалялся в госпитале, а не погиб, как наверняка многие из этого рассказа. Несмотря на это, Олег не побоялся снова заговорить про рапорт, потому что он упертый по жизни. Его снова избили и кинули в яму, теперь на 2 суток. Потом приехал командир бригады с позывным «Предел». Савельева отвели к нему. Имени этого командира Олег не знает. В Марковке у Олега с Пределом состоялся такой же разговор, как и ранее с Ульмазбаевым. Комбриг порвал его рапорт и сказал, что даже такому, как Савельев, найдут применение, пустят на минное поле. Зашел самурай. Пару раз дал мне по лицу, потом приставил пистолет к голове, сказал, что это последнее предупреждение, и в следующий раз он пристрелит меня, и ничего ему за это не будет, так как весь штаб за него. Потом вошла знакомая компашка и избила меня по уже известному сценарию с приклада по грудине и прочее, и опять же в яму. На этот раз я там просидел 8 суток. Охуеть. После этого Савельева в наручниках Башкортостан, вы представляете, этому гандону отдавали своих мужей, сыновей. И он, блядь, такой, наверное, ой, блядь, мана бирдилер меня, мана барып жетик Украинаға, сігем сізні балаларыңызны, ерлеріңізні, буду, блядь, казнить там. Рахат әйме, блядь. Рахат мы, блядь. Самым жестким наказанием было дерево. К нему Олега приковывали наручниками 5 раз на несколько суток. Охуеть. А 2 другим сослуживцам пришлось стоять на жаре под артобстрелами неделю. Причем привязывал самурай перед своим блиндажом, чтобы наказанный всегда у него на глазах был, и чтобы остальные не кормили и не поили его. Спать у дерева не получается, так как ты полувисишь, а наручники больно впиваются в запястье. Части все были в курсе происходящего, говорит Савельев, но на жалобы пострадавших и очевидцев никто из командования не обращал внимания. Причиной Олег называет коррупцию. Он и его сослуживцы утверждают, что Рамиль Ульмазбаев присваивал себе всю гуманитарную помощь, а бойцы были вынуждены выкупать ее. Украденные тепловизоры, дроны, медикаменты и даже 2 квадроцикла он продавал, в том числе своим же солдатам. Олег предполагает, что стоимость украденного составляет не менее 250 миллионов рублей. Эту сумму, по его словам, поделили между собой командир бригады, командир взвода и другие военные руководители. Кроме воровства, Ульмазбаев вел систему поборов. Каждый из более чем сотни бойцов вот она должен нам всем придется вот с такими нахуй бороться. 1000 на общие расходы и 10 тысяч рублей на технику, вроде тягачей. Ждите нас. Мы с парнями уверены, что весь штаб мы был придем нахуй, порядок наведем. Нехило украденные, а штабные всегда закрывали глаза на то, что вот у нас такие происходит. Манкурты нахуй. Самурая. После и в прошлом были. Вот такие пидоры издали нахуй весь Башкортостан и Татарстан. 14 дней отпуска и уехал домой. Возвращаться назад он не собирался и обратился к адвокатам. Только тогда Савельев понял, что лопухнулся со всей этой фигней. Юристы объяснили ему, что за неявку по подписанной повестке ему грозил либо штраф, либо условный срок, но никак не реальный, в отличие от наказания по уголовной статье дезертирства. Весной 23 года Савельева вызвали в часть и сказали возвращаться в Тотское, где он изначально подписал контракт. Тогда Олег обратился за помощью в антивоенный проект «Идите лесом». Ему составили маршрут до Армении. Туда Олег приехал месяц назад. Все это время его ищут. К его жене, матери и соседям приходили сотрудники военкомата, воинской части, комендатуры и даже ФСБ. Родственники и знакомые дезертиры сказали им примерно одно и то же. «Вам надо? Вы ищите». На следующей неделе в Армению переедет и его жена с 2 котами. Сейчас другая организация, Act for Transformation, помогает ему составить кейс для подачи на гуманитарную визу в Германию. Но вообще мне без разницы, в какую страну уехать, лишь бы подальше от этого дурдома, заключает он. Это история вот. И о порядках, которые есть в армии, и о том, как если довольно просто кому-то сейчас придет мобилизация или и так далее, что-то какая-то хуйня, пишите мне, я всем помогаю, Башкортостанга, Татарстанга, Чечняга, Дагестан, само собой, всем, кто сваливает, хочет свалить и думает, что виза нужна. Виза нихуя не нужна, как говорится, я этим занимаюсь, как бы
обращайтесь. В любое время помогу. Все это постоянно находится в Договоримся. пространстве. Главное, чтобы вы имели на руках загранпаспорт. Загранпаспорт кулугузда болса, любой Европаны, любую страну я вас заведу. Ни к герою этой публикации, ни к его сослуживцам. Честно вам признаюсь, да, можно сказать, он по глупости туда загремел. Можно сказать, что вообще ни в чем не виноват. Но слушайте, ты делаешь выбор, ты всегда делаешь выбор. И видите, когда он сделал выбор верный, то есть уйти оттуда, нашлись люди, которые смогли ему в этом помочь. Поэтому лучше сделать это раньше, чем позже. Вот именно. Выбор делайте дома, башкортлар, татарлар. Дома делайте выбор. Не будьте, блядь, нахуй долбоебами, терпилами. Так или иначе дезертируют из российской армии. Вы не убийцы? Что за нахуй? В Европу они все говорят, что никого не убивали. Думаете, нахуй, убив украинцев, будете героями? Нихуя. Мы-то вернемся, которые ушли, которые борются за независимость Башкортостана и Татарстана. И потом каждого мы будем искать. Каждого будем искать нахуй. А русский этот мир выглядит вот так. Простреленные колени, сожженные тела. Вот так вымогание взяток, угрозы, ямы. Каждый из них кутигизгасагабыз нахуй. Это то, если за что воюют солдаты. Вы сейчас не остановитесь, нахуй, башкортлар, татарлар, вам будет пизда всем. Я гарантирую. Потому что по личному желанию, ради сомнительных ценностей никто воевать Бөтөнігізді нахуй найду. Мана, кто ходил на эту войну, всех, блядь, нахуй, поголовно Башкортостанда, Татарстанда будет разбор событий. Вы не думаете, что это все закончится. Лучше шунда кетіп, өліп кеткеніңіз лучше. Қайтып жүрмәңіз. Российская армия — это не только убийство ни в чем не повинных украинцев. Это еще и смерть для тех, кто эти убийства совершает. От вражеской ли пули, от дружеской, от артиллерии, от ямы, от болезней, от коррупции, неважно. Это смерть, это стать калекой. В лучшем случае это сбежать. Есть только два выхода из российской армии. Это дезертирство и, собственно, сдача Украине в плен. Но лучше туда вообще не попадать. Не идти на срочную службу, не идти на военные сборы, если даже пришли повестки на них. Все это ведет вот к этой точке, где на тебя направляют Мана урыс сөйлейсізге. Если вы, блядь, нахуй не доверяете нам, которые хотят независимости. Пока. Вот так вот. Все будут загружать. А уже нас сегим.